Биография Жюль Верна. Жюль Габриэль Верн. Французский писатель приключенческой литературы, географ. Наиболее известные романы — это «Дети капитана Гранта», который мы с вами сегодня на уроке пройдем, и «Капитан Немо». Многие книги писателя были экранизированы, по ним снимались фильмы и до сих пор снимаются. И он считается вторым в мире самым переводимым автором после Агаты Кристи. Жюль Верн родился 8 февраля 1828 года в Нанте в семье прованского юриста и шотландки. В юности в попытке пойти по стопам отца он изучал юриспруденцию в Париже. Однако любовь к литературе повела его по другой стезе. Впервые его пьеса была поставлена в историческом театре Александра Дюма. Это была пьеса «Сломанные соломинки», которая имела успех, а первым серьезным произведением стал роман из цикла «Необыкновенные путешествия». Этот роман был настолько успешен, что воодушевил писателя на целый ряд новых приключенческих книг, пропитанных научными чудесами. Он оказался необычайно плодовитым писателем. За свою литературную карьеру Верн смог создать 65 романов приключенческого и научно-фантастического жанра. Не зря его перечисляют к основоположникам научной фантастики. Примечательно то, что многие приключенческие книги были написаны Верном, опираясь на богатое воображение, а не на собственный опыт. В научных трудах он призывал с осторожностью относиться к современным достижениям в военных целях. В произведениях «500 миллионов бегумы» и «Властелин мира» он одним из первых показал образ сумасшедшего ученого. Этот образ на данный момент есть во многих книгах и во многих фильмах, желающего править миром. В тот день родился известный французский писатель Жюль Верн. Классик родился 8 февраля в 1828 году и написал множество прекрасных романов. Он прославился в приключенческом жанре. Хотя его судьба могла сложиться иначе, он мог стать юристом, если бы он послушал своих родителей. В 1851 году 23-летний литератор написал и опубликовал в журнале первый рассказ «Драма в Мексике». Успех пришел в начале 1860-х. Жюль задумал написание цикла романов, объединенных названием «Необыкновенные путешествия». После этого началась и настоящая работа, и успех, и признание. В этом видео самые интересные факты жизни известного классика. В 11 лет Жюль Верн нанялся на корабль Юнга и едва не сбежал в Индию. Есть версия, что после этого он обещал матери больше не сбегать из дома и путешествовать только в голове, что по сути так и случилось. В романе «Париж в каком веке» Жюль Верн предсказал появление факса, видеосвязи, электрического стула и телевидения. Но издатель вернул рукопись, обозвав «идиот». В романе «Необыкновенные приключения экспедиции Барсака» Жюль Верн предугадал переменный вектор тяги в самолетах. В найденной погибшей Цинци писатель обосновал необходимость судоходной проходимости Северного морского пути за одну навигацию. Жюль Верн не предсказывал появление подводной лодки. В его время она уже существовала. Наутилус, управляемый капитаном Немо, превосходил даже субмарины 21 века. Прозаик ошибся, считая ядро Земли холодным. В 9 романах Жюль Верн описал события, которые разворачиваются в России, ни разу не побывав в стране. Это простые совпадения, и объясняются они очень просто. Когда я говорю о каком-нибудь научном феномене, то предварительно исследую все доступные мне источники и делаю выводы, опираясь на множество фактов. Что же касается точности описаний, то в этом отношении я обязан всевозможным выпискам из книг, газет, журналов, различных рефератов и отчетов, которые у меня заготовлены впрок и пополняются. Так объяснял Жюль Верн изобретения и явления, некоторые из которых уже при жизни писателя начали воплощаться в жизнь.